Здравствуйте! В эфире передача «Дискуссия». Сегодня мы поговорим о проблемах, которые интересуют и волнуют общественность, а также обсудим актуальные темы и мероприятия, события, которые происходят у нас в автономии. Гости сегодняшней дискуссии: Николай Мордарь, руководитель общественной организации «Народное единство», Василий Нейковчин, экс-депутат парламента Республики Молдова. Добрый вечер. Борис Новак, экс-депутат Народного собрания Гагаузии. Здравствуйте. Добрый вечер. И начнем мы, пожалуй, нашу дискуссию с такой позитивной темы, с такого позитивного вопроса. У нас проводят очень много различных мероприятий в Гагаузии. Вчера был большой праздник, храм города, крещение. Многие купались в проруби. Вот как вы относитесь к этим традициям? Насколько они важны для жителей нашей автономии? И купались ли вы в проруби вчера? Насколько это важно? Кто первый? Василий Давайте, Васильевич. наверное, начну я, потому что храм города – это дело такое, которое, в принципе, было некоторое время забыто, потому что Каврадский кафедральный собор – это гордость Гагаузии. Он открылся в 1989 году. В 1961 году его закрыли, и он был превращен в музей, но, слава Богу, его сохранили. И тогда я работал в Каврадском райкоме партии, было принято решение о том, чтобы вернуть храм верующим. Потому что в Бессарабии всего 3 храма. Это кафедральный собор в Кишиневе, Камрадский собор и еще один в Южной Бессарабии, теперь это территория Украины, собор Болграде. Вот. Других таких кафедральных соборов величественных по Бессарабии нет. В 1989 году, я до сих пор помню, потому что тогда я работал в идеологическом отделе, в одной половине был музей, в другой уже проходили религиозные службы, тогда отец Ильян, молодой настоятель нашего собора, начинал возрождать православие. Слава Богу, православие возродилось. И вчера мне было приятно, потому что я был на службе. Было очень много людей. Это были не только камрачане, это были жители со всех населенных практически пунктов, потому что для многих православие или прикосновение к православию началось именно в Камрате, потому что все остальные храмы возрождались постепенно. К 90-му году у нас оставалось всего лишь 3 храма. Это Камгаз, Чекмайдан и Камрат. Остальные постепенно возрождались. Сегодня мы практически везде, во всех населенных пунктах Гагаузии имеем православные храмы. Вчера, примерно по моей оценке, было около 1000 человек на праздничной службе, посвященной собору Иоанна Предтечи или Крестителя Господня. Конечно, не обошлось без досадных моментов, когда вчера, вот во время такой праздничной службы, некоторые политики, некоторые кандидаты в депутаты решили на некоторое мгновение стать православными и использовать литургии, которые для простого верующего это соприкосновение с днем Иоанна Предтечи, потому что это первый человек, который крестил Господа нашего, а многие использовали это как повод для пиара, потому что кому-то вот захотелось быть православными. И я каждый день бываю в соборе Иоанна Предтечи, я там начинаю день, и многих из тех политиков, кого я вчера видел, я очень редко там вижу. Очень редко. Это может быть раз в месяц, раз в 2 месяца, раз в 3 месяца. И то, что используется православие, которое сегодня заполнило, будем говорить, молдавское пространство, заполнило наше гагаузское пространство, использовать его для политических целей, это, будем говорить, несколько напоминает притчу о фарисее, о которой всегда говорил Спаситель. Что касается крещенских купальни, наверное, не каждый сегодня, эта традиция новая для Камрата и вообще для Гагаузии, она началась сравнительно недавно, примерно лет 5-6 назад был первый, так сказать, может быть, со временем
она приживет. Может, это получается, как это популярно получается, не насколько Ну, это традиция? Ну, поверьте, для степных народов, к которым относятся болгары, гагаузы, другие проживающие украинцы, купание в ледяных прорубях — это больше традиция России. Россия, да. Это традиция Украины, традиция Беларуси, других стран, но никак не наша. Самый важный момент — это два праздника, которые предшествовали собору Иоанна Предтечи. Это День Богоявления 18 января и 19 это Иордан, когда освящаются все воды земные, и тогда все православные верующие, да и не только, те, кто постоянно посещает храм, набирают впрок язмы или святой воды, которая помогает, если человек искренне подходит к ее использованию, помогает во многих случаях, помогает и во исцелении, она очищает не только душу, но и тело. Николай Георгиевич, ваше мнение? Знаете что, я, конечно, рад, что в Ашопа Республике ввели это храм села, храм города справляют, потому что это все-таки объединяет людей вокруг церкви. Ну, испокон веков, когда даже гагаузы переселили сюда, здесь же не было этого. И российская царица тогда, то есть Александр II, было такое, что чтобы народы оставались здесь, нужны были, строились храмы, и вокруг храма люди оседали, потому что это считалось уже это место засиженное, и люди живут. Но я рад тому, что я когда-то ходил в музыкальную школу, это напротив было, а она не работала. Видел этот колокол все время наверху и думал, когда-нибудь зазвенит ли этот колокол. И вы знаете, что этот колокол в 90-е годы созывал всю Гагаузию, весь Камрад. Как вспомните, когда было Становление Гагаузской республики. Остановление, но когда волонтеры шли. Колокольня как звучит, все вокруг церкви, все выходили. И это, знаете, как вот лишний раз показывает, что церковь объединяла. Понимаете как? И тогда объединяла уже и всю Гагаузию. Поэтому я рад, что есть такой собор у нас в Камрате. Не только я рад, и мы слышим от многих людей, которые проезжают через Камрат, она прямо на трассе. Золоченые купола. А сейчас золоченые купола. Ну просто приятно, что имеем в городе такую красоту. Борис Константинович, ваше мнение? Спасибо. Хочу, во-первых, обратиться ко всем телезрителям, которые нас смотрят, поздравить с прошедшими праздниками, Рождеством Христовым, Новым годом по-старому, крещением. Конечно, конец декабря и первая половина января – это насыщенные события, празднеств, люди отдыхают, люди ходят в гости, и это очень приятно. И вот когда ведущая задает вопрос про традиции, а я как бывший хороший ученик в школе, я привык отвечать на вопрос учителя прямым ответом, не по кругу, а прямым ответом. Именно она задала вопрос, нравится ли, как сохранились наши эти традиции. Василий Александрович частично ответил на этот вопрос. Традиция – это когда одно деяние какое-либо совершается на протяжении длительного времени и укореняется, развивается, формируется, трансформируется и тому подобное. Поэтому если сказать процесс омовения в проруби, процесс омовения холодной водой, то ни у молдаван, ни у гагаузов, ни у болгар не было этих традиций. Не было. Почему? В силу географического расположения, что у нас не было ни водоемов, негде было это творять, ни рек, ничего. Поэтому сказать, что омовение и хрещение в проруби – это традиция гагаузского народа, это не так. Вот сейчас началось, потому что более-менее бассейны есть, условия, там где-то речки, церковь присоединилась к этому. Вот, то есть возрождается традиция тех стран, где это было, и нам передали, потому что мы христиане, как и Россия. Вот, и поэтому это вещь очень хорошая. Ну и рождественские праздники, церковные праздники, вот там традиции длительные, но они были у нас разорваны
на протяжении длительного времени после Октябрьской революции был длительный разрыв. Поэтому опять традиции ушли. Вот они сейчас стали возобновляться, уже трансформироваться. И, конечно, как мои коллеги отметили, я тоже приветствую это дело, потому что это очищает людей, и не только физически, а очищает духовно, это возвышает людей, это сплачивает людей. Вопрос, купался ли я? Значит, докладываю. Мне довелось в составе большой группы наших паломников побывать в крещенскую ночь с 18 на 19 в монастыре Хинку. Мне удалось побывать в этом монастыре. Я долго и много о нем слышал. Неоднократно, значит, были паломники летом, весной. Николай Харламович Дудогла, лидер Новой Гагаузии, организовал поездки. Я только слышал восхищение. И тут вдруг мне было предложено в составе этой команды паломников побывать там. Я был, в общем, впечатлен многими вещами. Много в жизни чего видел, но впечатлен первым сильным таким впечатлением. Это поехало, мы там прикинули, когда там уже на месте считали автобусы, сколько людей было. 380 человек выехало. С Гагаузии. Колонны, красивейшие колонны мы пришли. И когда там уже в лабиринтах спускались к лесу, к монастырю, я первый раз там был, слышал только о нем. Зима, снег, такая луна красивая, это 10 часов вечера, такая громадная колонна, все стоят, смотрят. Когда мы побывали в том храме, там было несколько тысяч человек. До 5000. Да, ну, наверное, я не считал, но до 2 до 3 тысяч там было точно. И мы, конечно, я с Николаем Харламовичем Дудогло, так получилось, пришли в первые ряды, мы пораньше прошли, недалеко Клирос, вот, и я был в восторге от всего увиденного, как проходила служба, как принимали, какое оформление красивейшее. И очень был удивлен одной вещью. На жезлах, значит, в церкви, где ограждение, там жезл, двуглавый российский орел, когда, значит, читали молитвы, значит, богослужение, священник упоминал патриарха Кирилла, Владимира, и, да, и нет, и Неспаренского-Унгенского, Петра. Да, Петра. И вот интересный момент. Интересный момент. Он красиво читал на молдавском языке, пели там хор красиво. И в это время, значит, он сказал то, что полагается по тексту, сказал. И потом говорит, а теперь я хочу для русскоязычных сказать. Вот здесь очень много гостей с Одессы, много гостей с Измаила, много гостей из Болграда, из Гагаузии. Приехал мой друг Николай Харламович Дудогло, и с ним 380 человек с Гагаузии. Вы знаете, там шок, такая красота. Мы такие козырные все. Вот, купался ли я? Купался. Купался. Более того, хочу сказать, вы мне предоставили единственную уникальную возможность, и я ее использую, похвастаться. Похвастаться. Я 38 лет купаюсь в ледяной воде. Круглый год, каждый день. Еще когда в Кантемире я жил, там в порту купался, в проруби, потом на море, потом там, потом у меня летний бассейн, летний душ, и пока не замерзнет, я каждое утро купаюсь. И, конечно, для меня это, вот для меня это традиция. 38 лет, но это для меня. А остальное, конечно, это возрождается. Вот, Извините, что так долго. Я все хорошо. Вы затронули вопрос монастыря. Вот Народно-патриотическое движение «Девлет» часто организует такие поездки в монастыри. И вот недавно тоже побывали в монастыре Хинку. Василий Савич, вы можете рассказать вот об этой поездке? Мы слышали, что людям очень нравится, и для них важны эти поездки в монастыри. Ну, тут надо отдать должное, вот Борис Костянович начал говорить, надо отдать должное лидеру Новой Гагаузии, лидеру движения «Девлет» Николаю Харламовичу Дудогло, что он по просьбе, будем говорить, наших жителей Гагаузии, начал возрождать православные традиции. Вы знаете, в истории гагаузского, да и болгарского народов есть такая особая миссия была у наших предков совершать паломничество к своим местам. И многие носят, у нас есть в Кирсово, есть в Дизгирже фамилию Хаджи. Это те, кто совершал паломничество к святым местам.
готовило его все село, либо 2-3 села. Собирали ему деньги, собирали ему провизию, давали ему все в дорогу нужное, и они шли к святым местам. Это был Афон, это был Иерусалим, то есть наши предки еще в 19, 18, 20 веке пешком, либо на лошадях, на перекладных добирались до Иерусалима, до храма гроба Господня. То есть эти традиции всегда были. И вот те, кто совершал паломничество к святым местам, получали кличку, которая потом стала фамилией Хаджи. Вот. В нашем народе святость и отношение к монастырям всегда было особым. И то, что Николай Харламович Дудова начал возрождать вот это паломничество, сперва это была небольшая группа, потом стало больше и больше. У нас каждая поездка, практически сегодня не осталось ни одного монастыря в Молдове. Это и Сахарна, это и Хынку, это и Каприян. Наиболее монастыри, которые были заложены в 14, 15, 16 веках, это древние монастыри, которые в годы советской власти были закрыты, но восстановлены благодаря стараниями самих жителей Молдавии и всех молдавских властей в разные годы, начиная с 90-х годов. Сегодня вот тот же монастырь Хынку, тот же монастырь Каприяна, есть другие монастыри, которые ранее были заброшены, либо превращены в склады. Они сегодня стали одними из красивейших объектов. Недавно показывали сюжет про один из монастырей Курки. В советское время он был превращен в лечебно-трудовой профилакторий, где находится монастырь? это Курки, это Аргеевский район, в котором это был ЛТП, где лечили алкоголиков в советское время. Сегодня Курки это красивейший монастырь, потому что я помню, студентом я занимался туризмом и ходил пешим по тем местам. Мы проходили по 200 километров. И спустя 30 лет я вернулся в Курки. Я посмотрел, какое это красивое место. Это совершенно, это удивительный, как говорит Борис Костинович, удивительный молдавский кодринский пейзаж, красивейший монастырь, который был восстановлен. И то, что сегодня жителям Гагаузии дается такая возможность прикоснуться к святыне, потому что в этих местах Сколько человек было вот тогда, когда вот в Хынку было, ну, Борис Костинович сказал, 380. В других поездках, а у нас ко всем большим праздникам, благодаря стараниям Николая Дудова, ко всем большим праздникам организовываются обязательно поездки в различные монастыри, начиная с севера Молдовы и заканчивая, будем говорить, потому что на юге меньше монастырей, у нас на юге практически вот монастыри только сейчас начинают зарождаться. Монастыри это чисто такая вот более молдавская традиция. Нашим традиционным монастырем был монастырь, женский монастырь села Александровка, но он сейчас оказался отрезанным Украиной, и наши паломники, наши жители переориентировались на молдавские монастыри. Есть какие-то планы еще в какие-то Но монастыри ездить? Я думаю, что в ближайшее время в Молдове всего насчитывается 36 монастырей. У нас 1362 прихода и 36 монастырей и 8 скитов. И каждый имеет свою особую историю. Мы как-то разговаривали с Николаем Харламовичем, и есть намерение посетить все монастыри Молдовы. Я думаю, что если мы посетим, вот, есть на севере очень много монастырей, которые даже в советское время не закрывались. Вот, в Бричанском районе есть, в Веденецком, в Рожканском, в других районах есть красивейшие монастыри. В Новоанненском районе есть красивейшие монастыри. Я думаю, что посещение этих святых мест в будущем позволит изменить несколько и моральное состояние нашего общества. Почему я об этом говорю? Потому что мы как-то, по-моему, даже у вас в студии говорили, что сегодня в гагаузское общество нужно вернуть порядок.
нужно вернуть патриархальность, нужно вернуть уважение к старшим, нужно вернуть семью, потому что посмотрите, что у нас творится. Вот сейчас, сегодня в Гагаузии дети оставляют своих родителей. Родители живут сами по себе, дети где-то за границей. Вот никогда такого не было. Раньше что такое традиционная гагаузская семья? Это дедушка, бабушка, это папа, мама, это молодая семья, это куча детей, это внуки и правнуки. Скажите, сегодня мы можем Сейчас найти в этом пример такой проблема, семьи? Мы в какое-то время, вот когда открылись границы, потеряли вот эту гагаузскую патриархальность. И вот через православие, которое проповедует сохранение семьи через заповеди Христовы, мы вернем в гагаузское общество вот тот порядок, который всегда был у балканских народов, у гагаузов, у болгар, у тех, кто населил Буджак. Ну, кроме традиций, людям, конечно, важна еще и материальная сторона. И вот недавно Народное собрание Гагаузии приняло новый закон о предпринимательском патенте. Вот что это означает для наших граждан? Даже в конце года был митинг работников рынка, которые подошли к Народному собранию. Вот, Николай Георгиевич, Знаете, сколько это важно? Хотя закон о предпринимательстве, то есть не предпринимательстве, а патенте, впервые в Гагаузии Да, внедрили. в 2001 году. Да. Это оказалось нормальным для всей республики. Потом по всей республике пошло. Мы отчасти можем гордиться этим, что мы Были пионерами, пионерами. да, в этом законе. Смотрите, государство, если не может организовать, ну, будем говорить, государство должно заинтересовано быть, чтобы были рабочие места, чтобы люди оставались, Создавать производили условия. благо в этом государстве, да, или в этом регионе. Повышать интеллектуальный уровень людей, профессионалов обучать людей. И коль государство не способно было, поэтому люди сами могли найти себя в предпринимательстве, не предпринимательстве, а в этот патенте. То есть получали право самим заниматься, себя прокормить. Во многих государствах так, которые были, как вам сказать, с переходной экономикой. Потом государство потихоньку создает рабочие места, и с этого рынка патента забирает людей, профессионалов, или обучает их, чтобы могли обеспечить нормальные заработные платы. Вот точно так же у нас. Но, коли если по республике во многих местах создавали эти условия, у нас этого не создано. Почему у нас нужно было запрещать патент? Вы же не создали условия для того, чтобы переходный период вот это был. Вот создать этот переходный, дайте хорошую зарплату, а у нас 2300 человек обладает патентом. А возьмите, работает, а возьмите, умножьте дети и родители, они смотрят, все. Это наберется почти 10 тысяч человек. Что им? Подняться в один день и уехать отсюда? Нет. Поэтому государство должно сначала думать о том, что создать здесь высокооплачиваемые рабочие места, и потом потихоньку рынок сам все это поставит на место. Вот мы целый год ведем, были у нас и выступления в городе, и по телевидению мы здесь были, и просили, и все. Нет, суды подали, ладно, Высшая судебная палата отменила. Ну, когда люди говорят, хорошо ли, что мы имеем Гагаузию или нет, а я сейчас говорю вам, браво, что мы имеем. Потому что мы имеем Народное собрание, и мы вернули это, снова рассмотрели, снова приняли. Давайте еще будем вести так себя год или два. Придет время, еще запятую поменяем. Закон так. Раз вы не хотите слушать чаяния этого народа. Понимаете как? Поэтому то, что принял сейчас, это развязало руки людям, и они более-менее, как вам сказать, вздохнули, что действительно приняли закон и могут спокойно заниматься этим. Вот мое желание, чтобы сверху парламент, то есть правительство смотрело вот сюда, на низ отпускалось, и не нарушали этот баланс, а и шли
таким путем, чтобы давали рабочие места. Нет, не могут создать рабочие места. Тогда дайте инвестиции сюда. То есть дайте гранты сюда, дайте что-то другое. Наши люди сами найдут себя. Поэтому я приветствую это и рад тому, что мы имеем народное собрание, и мы можем это делать. Что не могут другие районы делать Республики Молдова. Борис Константинович, ваше мнение, плюсы и минусы этого закона, вообще на что рассчитывать, насколько долго люди могут работать по предпринимательскому патенту на рынках у нас в автономии? Я думаю, долго. Почему? Потому что вот мои коллеги сейчас сказали об этом законе. Вот опять волей судьбы получилось так, что я в 2001 году, будучи депутатом Народного собрания, был одним из 35 депутатов Народного собрания, который принимал этот закон. Голосовал, вникал, обсуждал, спорили. Хочу сказать, как это было, когда после развала Советского Союза, значит, аграрная партия правила в Республике Молдова, то, конечно, случилось, что за те последние 10 лет экономика Республики Молдова рухнула полностью. Люди уезжали массово, безработица, семьи нечем было кормить. И у нас был в то время, значит, Башканов Крайдор Дмитрий Васильевич. Это была его инициатива. Фиксированный налог, патент. Если государство не заботится, предоставить людям возможность, чтобы люди, согласно этому патенту, фиксированному налогу, зарабатывали сами. И начало процветать, ну не процветать, по крайней мере, люди стали себе зарабатывать, открылись рабочие места на рынках. Сами люди, рынок, рыночные отношения стали поднимать экономику. И это проработало у нас 18 лет. Без малого. Без малого 18 лет. Но в связи с тем, что последние события показывают, что центральные кишиневские власти в любом случае гладят нас по головке, что мы друзья, а тем не менее постоянно ущемляют наши полномочия. Налоговую инспекцию забрали. До этого изменили несколько статей в уложениях, где, значит, не назначается прокурор Гагаузии на нашими народным собранием, судьи. Вот я говорю уже налоговые, вот до патента добрались. То есть идет постоянное ущемление. Это неправильно. Что сделало Народное собрание? Раз вы так, согласно закону об особом правовом статусе Гагаузии, Народное собрание в пределах своих полномочий имеет право принимать законы, не противоречащие Конституции Республики Молдова. Это не противоречит. Раз вы отменили этот наш, мы принимаем на базе того, модифицированный, новый, но он новый. С запятой. Пока вы там его сам отмените, мы еще такой же примем, но мы будем бороться. Пока не придут в Республике Молдова к власти силы, которые поймут, что с Гагаузией играться нельзя, и пока в Гагаузии не будет лидер возглавлять Гагаузию, тот, который будет на самом деле, а не на словах, защищать интересы Гагаузии. Потому что нынешний лидер Гагаузии не защищает интересы Гагаузии. Поэтому мы будем предлагать народу нового лидера, который защитит. И этого лидера мы знаем. Это лидер новой Гагаузии, это лидер Девлета. Я хочу добавить, что никто из исполкома нигде не подавал этот вопрос. Хотя каждый день это слышали. И спасибо Николаю Харламовичу, общественное движение 9 лет, поднимали, вот сколько мы митингов делали. Молодец, браво Николай Харламович, он опыт получил хороший в парламенте. До конца. Еще раз, и еще раз. И перед зданием, когда же вот это... Госканцелярии, там, молодец, боец, не боялся это самое, и все равно отстояли. Понимаете, отстояли. И не надо бояться отстаивать. Да. Спасибо Николаю Харламовичу за то, что я еще раз говорю. Молодец он. Я просто добавлю немножко к сказанному Борисом Константиновичем. Вот он начал говорить про экономику. Вот. К сожалению, это, наверное, участь была Республика Молдова. После известных событий 90-го года 80% промышленности осталось на левом берегу. Это в основном тяжелая промышленность. Она осталась в Приднестровье. Кроме того, в советское время так сложилось, что север республики был традиционно промышленным. Производилась вся продукция основная, вот юг, Гагаузия и Таракли, рядом
с нами стали почему-то аграрно-сырьевым придатком. А вся промышленность перерабатывающая располагалась от Кишинева до севера, до Брича. Мы здесь производим виноград, а перерабатывать его почему-то на севере. Мы здесь производим фрукты, а перерабатывать их где-то в Единцах. То есть здесь не было даже заложено основ промышленности. И сегодня я другое хотел сказать. Вот я возьму чисто свое село, Кирсово. Знаете, поскольку идет выборная кампания, мы решили проанализировать со сторонниками Новой Гагаузии, с нашими активистами, а что происходит сегодня в селе. Государство не создает никаких условий. Все, что было при советской власти, были колхозы, совхозы, все были заняты. В Кирсово было 2300 колхозников. То есть все были заняты, кто на ферме, кто в виноградниках, кто там. Сегодня 10-12 человек владеют основными средствами производства. Это что? Это земля, это фермы, это бригады, это техника. Получается, что более 2000 человек оказались никому не нужны. Где оказались эти люди? Где людей их нет? А люди, вот я вам сейчас немного поясню. Мы когда проанализировали, в селе Кирсово 2030 домов. Так вот, мы насчитали заброшенных и пустых 307 домов. 1570 человек уехали навсегда. Это от года и больше. В селе практически не осталось молодежи. Причем эти 1570 уехавших, это люди от 18 до 35-40 лет. Я где-то читала по Молдове, Мы где-то выбили полностью целый пласт. Фактически село Кирсово, которое расположено в 8 километрах от Камрата, некогда самый мощный колхоз «Маяк», который имел 11 миллионов чистой прибыли ежегодно, сегодня обречено на умирание. Потому что молодежи нет. Где молодежь? Она в России, она в Германии, она в Турции, она в Соединенных Штатах, она в Ирландии селедку чистит, где угодно, но только не дома. Что происходит? Сегодняшняя региональная власть за 4 года ничего не предложила для развития. Хотя мы помним, все гости нашей студии помнят прекрасно, 4 года назад, когда мы выбирали региональную власть, мы создадим 11 предприятий с участием российского и иностранного капитала. Мы откроем 2500 рабочих мест, на которых будут работать наши... Что произошло? Хотя бы одно предприятие, кто-то из наших гостей может вспомнить? Ни одного. Открыли Фуджикуру, и то на гагаузские деньги. Работает 800 человек, 800 уволилось, оказалось ядовитое производство, забастовки, увольнение, бегство. Хорошо, что в свое время, благодаря усилиям Николая Харламовича, было выделено 50 гектаров на закладку индустриально-промышленного парка. И вот сегодня там строится предприятие. Построено первое предприятие по реализации сельхозтехники, закладываются другие современные комплексы. И если мы правильно сделаем выбор на предстоящих парламентских, а затем и башкирских и местных выборах, то мы сможем удержать нашу молодежь, занять наше население и попытаться вернуть тех, кто уехал. Потому что, вы знаете, я общался со своими земляками, которые уехали и живут где-то в Рязанской, Вологодской, Костромской, Ульяновской и других областях. Говорит, мы бы сегодня вернулись, потому что здесь для нас все чужое. Мы хотим домой, но куда? И задача нашего избирателя, задача наших жителей не поддаваться красивым лозунгам. Вот я иду по Камрату, пришло наше время, с нами будет лучше. С кем? С Игорем Николаевичем Додоном, который обещал нам бесплатный газ, бесплатное электричество. С его партией, которая избрала нам Тимофей за $3,5 миллиона. С кем будет лучше? Вы уже обещали 11 предприятий, 1000 рабочих мест, миллиарды инвестиций. Где они? Поэтому сегодня нужно думать, что нам делать. А выход один.
Мы должны избрать патриотов своего края, мы должны избрать нормальных руководителей. И у нас есть сегодня, пока мы идем к парламентским выборам, и у нас есть независимый кандидат, народный кандидат, выдвиженец от народа Николай Харлампич Дудогла, который никуда за свои 52 года из Гагаузии не уехал, а живет вместе с гагаузами, в Гагаузии, в Камрате, на улице Ленина, и думает о том, как помочь своему народу. Если мы это сделаем, то тогда я думаю, что у Гагаузии картина изменится, и у Гагаузии есть какое-то будущее. Николай Георгиевич, вот все мы знаем, что предвыборные кампании скоро, выборы 24 февраля, 4 бюллетеня будет. Вот люди, разберутся ли люди, за кого голосовать, как голосовать? Вот, достаточно информации на эту тему? Ну, я вам честно скажу, что чуть недостаточно, потому что люди, каждый спрашивает, где только не встреча, почему 4, что там запутано, как. Поэтому и вот мы сегодня обсуждали тему тоже, и скорее всего выйдет газета или листовка специальная, что мы поможем людям разобраться в этих 4 бюллетенях, за что нужно голосовать, почему так. А то говорят, вот если я хочу за эту партию, я должен и его кандидат, который независимый, и там голосовать. Нет, партия отдельно, а независимый это отдельно. Не обязательно за партию и за его кандидата. Можно поподробнее нашим зрителям, что за 4 бюллетеня? Ну, смотрите, будет первое, это за партию. Там будет, не знаю, сколько партий, до 24 числа, пока все регистрируются. Потом будут независимые кандидаты, с нашего округа только, первый, второй по Гагаузии есть. Потом это что касается партии и это самое. Теперь дальше 2. Сокращение числа депутатов от 101 до 61. Нам не надо этого поддерживать, потому что у нас и так мало, это, потом останется, может, 1 только депутат. Или вообще не будет. Или вообще не будет. Пусть остается лучше 101. Иногда у нас будет, чем больше наших, тем легче отстаивать свои права. И еще один, последний, это будет об отзыве депутата. Потому что если депутат не выполняет свои функциональные обязанности, или же слаб, или же он принадлежит партии, и он в партии выполняет только указания, он не может что-то делать без руководства партии, тогда толка от него никакого нет, понимаете? Когда он независимый, извините, мы можем его отозвать, потому что он от нас, от народа, нам легче тогда с ним. Вот эти 4 бюллетеня вот будут. Но еще раз говорю, будет разъяснение. Мы постарались для того, чтобы объяснить людям, и выпустим это, может быть, в ближайшее время будет даже и в газете, и на следующий день. Да. Но скажу так, делайте сейчас правильный выбор. Не идите на поводу у многих, обращаясь к камрачанам. Сколько раз говорили. Человек славен делами своими. Вы посмотрите, все, которые приходят, а что, какой след он оставил после себя? Что он сделал? Мы же все говорим, вот, давайте изберем другого, он что-то сделает. Так, вы посмотрите сначала, что он сделал. Мало того, что он пришел кричать, я вот вам сделаю, все, забудьте про это. Я почему говорю, я тоже в команде Николая Харлампича, потому что, ну, давайте так. Все же ездим вокруг, все районные центры. Скажите, Камрат, и сравните, ну, Кантемир, Лева, да. Кагул даже сравнить. Они завидуют нашему Камрату. Основу-то кто заложил вот этого? Я вам другое скажу. Ведь Николай Харлампич, вот действительно делами славен человек. Он у себя дома собрал детей, которые были сиротами, и организовал свой, как его, борцовский клуб. За свои деньги. Мы помогали бизнесменам много. За свои деньги. Значит, человек думает об этих детях, думает о регионе. Второе. Пожалуйста, у нас лицей. Ведь основу все он сделал, до конца довел, и потом просто передали уже это самое исполкому Гагаузии. Человек делает что-то. Человек после себя оставил. Посмотрите наш парк. Кричали много. Что теперь? Кантемирские приходят, другие приходят, бабушки приходят, есть зона отдыха какая-то. Немножко же надо ориентироваться во всем этом.
А почему ругают Николая Гарлановича? Потому что он, если взялся, он делает это. Вот мы взяли за патент. Да, нам что говорили? Ничего от вас не получится, кричите только. Получилось? Нам отказали там. Не думайте, что там отказали. У нас есть... Мы же когда идем на это, мы же не думаем, что там откажут и что дальше делать. Нет, другой путь есть. Понимаете как? Поэтому, почему... Я сейчас задаю вопрос. Вот задумайтесь, все хотели быть депутатами они. Все. Заранее или за полгода знали уже, что пойдут депутаты. Почему ни один не вышел защитить патент? Ни один не вышел на митинг, давайте я буду участвовать вот, как общественник. Потому что ни один. Вождь не приказал. Понимаете как? И они идут депутатами, и они думают, что будут защищать интересы Гагаузии или кого-то будут защищать. Вы же не идете тогда, когда знаете, все знают, что ущемляет Гагаузию. Чтобы забрали налоговую, АНСУ, другие структуры забрали. Не, все молчок. Так вы когда хотите идти в народное собрание, то есть в парламент туда, вы же так же будете молчать. Где ваша гордость? И мы сейчас должны думать о том, что они что-то сделают? Боже мой, забудьте. Если ты дома не кричишь, не выставляешь, не поднимаешь эти вопросы, тогда что ты идешь туда? Какой ты вопрос там поднимешь? Вот я хороший, как, извиняюсь, Борис Константинович, грудь раскрывает, вот я там сделаю. Да не сделаешь, если ты сегодня здесь не делаешь, ты там точно не сделаешь. Я действительно, вот, благодаря Николаю Гарлановичу, ну борец он. Борец, и самое главное, не то, что борец, разумно делает. Вот он собрал вокруг себя 18 общественных организаций, он их собирает. Мы общаемся. Не думать, что он один там захотел, эмоции у него все. Он общается, он может выслушать людей. Это хорошая черта руководителя. Понимаете как? Поэтому делайте выбор. Делайте, не смотрите на обещания, пустые обещания. Борис Константинович, насколько важно сделать правильный выбор сейчас на парламентских выборах? Я хочу вернуться к предыдущему вопросу, который освещал Василий Савич об экономике, которая является основой основ развития как Республики Молдова, так и Гагаузии, конечно. В первую очередь, и на основе чего у нас то ли хорошая жизнь, то ли плохая. Не хочу критиковать Василия Савича, но когда он справедливо говорил о том, что уезжает народ, и про Кирцева там такие цифры печальные привел, я с болью это воспринял, потому что это не только в Кирцеве, это везде. Единственное, я не соглашусь с ним, когда он говорит, мы сделали, что они уехали, мы сделали. Да не сделали мы с тобой, Василий Савич, не мы это делали. Ну, да. Ты по советской партийной привычке все на себя берешь мы. Это сделали те другие, которые неправильно вели Молдову экономическим курсом, начиная от аграриев, коммунисты Воронина и далее по ходу дела. И здесь у нас в Гагаузии одна исполнительная власть была, один башкан, второй башкан, которые не смогли. И сегодня нынешняя исполнительная власть не может ничего предпринять для того, чтобы остановить процесс распада, развала и тому подобное. В первую очередь, это, конечно, только потому, когда вы привели цифры, что 10-12 лидеров у вас, то это еще до Великой Октябрьской революции было, что 5-7% населения Российской империи владели всеми богатствами Российской империи, так и сейчас и в России, и на Украине, и у нас. Издержки этого дикого капитализма, издержки этой, значит, рыночных отношений создали те условия, что 5-10% владеет основными фондами, собственностью, и остальные люди, обнищавшие, вынуждены покидать. Это что? Это курс капитализации. И еще отсюда есть производная. Владимир Ильич Ленин говорил, я не хочу сейчас дословно, не могу вспомнить, что нельзя доверять власть лицам или значит, людям, обремененным большим капиталом, ибо они будут думать только о приумножении своего капитала и не будут думать о людях. Отсюда я хочу обратиться ко всем и подчеркнуть.
что по косвенным данным, по тем распечаткам, которые я читаю в интернете, очень много читаю, я не знаю, есть ли факты это или не факты, и значит, по тем данным, где обсуждается в народе, то, по крайней мере, нынешний наш Башкан, если не прямо стоит в бизнесе, то, по крайней мере, по всей видимости, есть возможность у нее, наверное, сотрудничать с бизнесом, который у него все-таки, по всей видимости, есть. Или на нее, но все равно с кем она сотрудничает. Я читаю внимательно, анализирую и наверняка где-то согласен с теми публикациями. Правда, есть дикие публикации, некрасиво выражающиеся. Я не согласен с методом изложения, но согласен с тем, что наш Башкан, значит, все-таки где-то задействован в бизнес-структурах, если не напрямую. Отсюда хочу подчеркнуть, что Николай Харламович Дудогло никогда не был человеком бизнеса, не занимался бизнесом, не занимается и не будет заниматься. Это государственный человек. А посему, уже только глядя на это, что он не будет бизнесом заниматься, а заниматься государственными делами и делами Гагаузии, единственный претендент справедливо на пост депутата парламента Республики Молдова и человека, защищающего интересы Гагаузии, конечно, подходит только Николай Харламович Дудогло. Я добавлю лишь немного к Борису Костенчу. Да, это дикий капитализм, но если опять вернуться к марксизму, ленинизму, капитализм неизбежно приводит к империализму, а оттуда к социалистической революции. И тогда наступит всеобщее равенство. Это, так сказать, небольшое отступление. Возвращаясь к тому, что сказал Николай Георгиевич. Согласно предварительным данным, в республике в парламентских выборах будет принимать участие примерно 11 партий. Давайте их разложим. Кто они? Ну, две партии себя позиционируют как пророссийские левые партии. Это партия социалистов и партия коммунистов. Ну, партия коммунистов 8 лет была у власти. Что мы получили? Всего лишь, всего лишь мы получили, вот у вас есть очень хорошая картинка, может оператор потом ее показать. Это ремонт дороги Ленина и вот этот пристройку к корпусу Камрадского государственного университета. Но в 2003 году изменялась Конституция, вместо того, чтобы включить полностью закон об особом правовом статусе, было зафиксировано всего лишь одно право, что есть Гагаузия. И второе, Гагаузия там, не помню уже как по Конституции, имеет право на принятие собственных законов. Нас лишили права на самоопределение, нас лишили всего. Партия социалистов. Что это такое? Борис Костинович тоже помнит. Игорь Николаевич Дадон, нынешний президент, уходит из ПКРН вместе с группой, вступает в партию социалистов, становится ее лидером, выталкивает прежнее руководство и объявляет себя самым большим другом России. За 4 года. Если бы не мы, не Гагаузия, которая дала ему 17 тысяч голосов, никогда бы Игорь Николаевич Дадон не был бы президентом. Просто тогда очень остро стоял выбор. Либо Майя Санду, это крайне правый политик, это прорумынский политик, либо Дадон. И тогда именно Николай Харламович Дудогло предложил нам всем, и мы поддерживали, мы призвали всех жителей, мы дали более 98%, почти 99% за Игоря Николаевича Дадона, в надежде на то, что он все-таки поведет нас к России. Сегодня еще 8 партий. Это партия Шора, это наша партия, это Блок Акум, Либеральная партия, Народная партия. Это правые партии, которые никогда Гагаузию не любили и не будут любить, потому что они по своей природе прорумынские, проевропейские. Теперь посмотрим по отношению к Гагаузии. Хоть одна партия выполнила свои обещания. ВСРМ, партия социалистов, которая себя объявляет самой главной защитницей гагаузов. Обещали квоту в 5 мандатов. Что мы получили?
Парламент. в будущий парламент. Мы получили на 6-м месте Ивану Кол, она же Кёксал, гражданка Турции. Я не хочу касаться ее вероисповеданий. И на 19-м месте нынешний вице-спикер Гагаузского парламента Александр Суходольский. На 29-м месте бывший депутат парламента Федор Гагаус. Все. А нам обещали, Игорь Николаевич Додон, Камраты, в каждой десятке по Гагаузу. Где они? Мало того, Суходольский, который уже фактически является депутатом парламента, на 19 месте, его еще выдвигают в Камрадский одномандатный округ. Для того, чтобы заткнуть и этот округ. Одним человеком затыкать сразу две бреши. И в партийном списке ПСР, и в одномандатном округе. Для того, чтобы не прошел Дудоглу. Потому что в Кишиневе прекрасно понимают, что Дудогла, который смог, первое, уйти из правящей демократической партии. А сегодня всей страной управляет Демпартия. Мало того, 3 марта он ушел не только из партии, он ушел из парламента. Поверьте, я как депутат парламента могу вспомнить, наверное, один случай или два, когда депутат добровольно слагал с себя мандат. Он мог умереть в парламенте, но не уйти. Потому что, знаете, многие стремились туда. Я попал в парламент 38 лет. И то я был самым молодым депутатом парламента. Для меня это казалось на фоне тех зубров, которые сидели, советских зубров, которые там сидели, я казался таким, вот, думаю, ну, только через год пришло сознание, чем нужно заниматься. Но когда ты зависишь полностью от воли вождя партийного, то ты ничего не сделаешь. И сегодня у нас, если мы посмотрим, с Россией у нас ничего не получилось. В таможенный союз мы не вошли, в Евразийский союз мы не вошли. Наша продукция, которая должна была потоком пойти в Россию, что случилось с ней? Додон якобы договорился с Путиным. Через неделю Медведев издает указ не принимать продукцию, которая идет транзитом через территорию Украины. А как молдавская продукция еще попадет в Россию? По воздуху? Через Чехословакию? Через Белоруссию? Через какую страну? Или по морю? По черному. Тогда сколько будет стоить молдавский виноград, если мы его пустим до Новороссийска мелким каботажем, молдавскими судами? Естественно, никогда этого не случится. Ни одно обещание, которое было дано этими левыми партиями, так и не было выполнено. Что следует делать гагаузскому избирателю? Вот все эти годы, с момента становления новой Гагаузии, а затем образования движения Девлет, мы увидели, что есть партийные чинуши, которые пытаются оттянуть на себя голоса гагаузских избирателей. Вот 10 партий, которые приходят сегодня, обещают, что мы для Гагаузии сделаем то, ничего они не сделают. Как не сделали до сих пор ни одна из партий. И не сделают. Потому что у них есть партийный интерес. А нам, Гагаузии, что нужен? Нам нужен лидер. Вот Николай Георгиевич сказал, сегодня образован, 11 августа прошлого года образовалось движение Девлет. Туда собрались все общественные организации, 18 общественных организаций, которые так или иначе думают о Гагаузии с разных точек зрения. И они сегодня имеют свою программу, свое видение для развития Гагаузии. Как нужно идти к Гагаузии? Есть ее лидер Николай Харлампич Дудогла, который оставил Кишинев, оставил комфортное место. Ведь он мог спокойно сидеть, досиживать свой срок до выбора нового парламента, опять попасть в новый список, потому что он на хорошем счету был. Я был его помощником более года. И спокойно досиживать до пенсии свой парламентский срок. Но это не в духе Николая Харламовича, он борец. И он хочет бороться за свой народ, за свою Гагаузию. Поэтому мы сегодня, мы можем проголосовать за любую партию. Но Николай Георгиевич сказал, у нас будет 2 бюллетеня. Один партийный.
мы можем проголосовать за партию социалистов в первом бюллетене или за любую другую партию. Но во втором бюллетене, где будут независимые кандидаты, я считаю, что мы обязаны избрать Николая Дудогла. И если мы хотим, чтобы у нас был человек в парламенте, который будет говорить от имени гагаузского народа, которого выдвинул народ Гагаузии, а Николая Харламовича Дудогла на съезде Девлет выдвинуло большинство гагаузского народа, потому что ни Суходольский, без ведома своего партийного вождя, ни Ивана Кюксал, который тоже является сторонником ПСРМ, о Гагаузии не будет говорить, потому что Ивана, не знаю, как ее по отчеству, она живет в Турции, она не появляется на сессиях Народного собрания. Вы думаете, она будет ходить на заседание молдавского парламента и защищать Гагаузию? Нет, она будет лоббировать интересы турецкого государства. Не в обид турецким друзьям будет сказано. Равно как и Суходольский переселится плавно в Кишинев, обзаведется жильем и станет кишиневским представителем. И еще одно. Я хотел бы обратиться только к гагаузам. Сегодня гагаузов в парламенте должно, как говорил Николай Георгиевич, быть как можно больше. А что нам предлагают? Нам предлагают гражданку Турции Ивану Кёксал и не гагауза Суходольского. А кто тогда будет говорить о гагаузах? О гагаузах должен говорить гагауз, который думает как гагауз, живет в Гагаузии и будет жить в Гагаузии. Борис Владимирович. Все абсолютно правильно, согласен. И в эмоциях Василий Александрович еще два восклицательных знака забыл поставить. Поставим. Я попробую. Да. Да. Первый восклицательный знак, когда мы говорим вот о бюллетенях партийной и значит, независимой. Независимо, да. И Василий Александрович говорит, мы можем проголосовать или можем не, да. Я хочу подчеркнуть, что в нашей команде в Девлет участвуют представители различных партий. Есть у нас и значит, от партии Усатова, Радшора, есть у нас демократы, коммунисты есть у нас разные. И поэтому, конечно, да, и вы знаете, и население наше не до конца разобралось. А вот мы обсуждаем, и люди с мест докладывают, что даже жена говорит, я сюда, значит, готова за Дудогла, но я член партии. Так вот стоит вопрос. У нас все партии в Девлете есть, большинство представителей. И если, допустим, социалист, присутствующий в нашем объединении Девлет, считают нужно проголосовать за партию, да, за партию. Если у нас демократы, да, пожалуйста, я, допустим, демократ, я голосую за демократическую партию. Но, главное, второй бюллетень за независимого мы призываем только за Дудогла. Потому что здесь идет вторая половина за избирателя, это за партийного, а не партийный список независимый, только за Дудогла. И вот первый акцент, просим, можем проголосовать за партию, за любую, но обязательно за Николая Харламовича Дудогла. Почему? А потому что вот та хитрость, которую не успел Василий Александрович рассказать, когда Суходольский идет в 19-м, теоретически, конечно, как он говорит, теоретически он уже депутат, теоретически. И Дадон выполняет обещание якобы, что двоих от Гагаузии предлагает. 6-й и 19. Да, реально проходимые. Проходящие. Вот, реально проходящие эти два. Но, посмотрите, что дальше. Тут же Суходольский выдвигает и независимым в значит, в том же избирательном округе, где Николай Харламович Дудогла, и, значит, как оппоненты, и партия социалистов навалится всем своим весом, авторитетом, фотографиями Дадона с Путиным, навалятся, вот там самые они такие и тому подобное, чтобы выбить Николая Харламовича Дудогла. И если, не дай бог, под этой методике народ наш попадется на удочку, проходит Суходольский, что дальше делают они Суходольского с партийного списка убирают, и оттуда приходит с Ульяновского, с Каларадского района другой. Получается, от партии социалистов проходит только один кандидат. Кёксал, гражданка Турции. И таким образом двойной обман партии социалистов. Суходольский может, допустим, проходит, выбивает нашего еще один мандат, мы теряем, потому что Дудогла выбивается, и мы теряем один мандат.
И получается, что партия социалистов два же обмана в Гагаузии. Поэтому мы разъясняем, что этого делать нельзя. Если вы хотите за социализм, голосуйте за социалистов, но независимым кандидатом должен проходить только Дудогло. Скажите, пожалуйста, мы почему Девлет призывали, что вообще даже за партии не надо голосовать? Почему? Скажите, пожалуйста. Мы же все обсуждаем здесь на телевидении все. Урезают в Гагаузии одни полномочия, вторые, третьи. Скажите, пожалуйста, одна хоть партия здесь, представители их не здесь есть. Выступала у вас здесь или на ГРТ или где-то? Я не говорю, чтобы вы ходили на улицу, на площади. Выступала в защиту этого? Ни один не... И скажите, пожалуйста, эти партии будут защищать нас, да? Нет. Вот думайте, делайте выводы. Потому что если он сегодня эти партии у власти не защищает, и там не будут защищать. Теперь дальше. В том числе все независимые, которые были. Я не прошу их, чтобы они... Придите, выступайте, говорите, требуйте, чтобы... Нет, они ждали, когда меня будет месяц останется, я приду на телевидение, буду говорить, я требую, чтобы то-то, то-то было. Да не требовать нужно, надо в течение 4 лет постоянно работать, и когда увидит народ, что ты работаешь, тогда тебя будут восхвалять, и за тебя будут голосовать, и все. Поэтому я еще раз говорю, Николай Харламович ушел, он как борец сказал, я ухожу, я открыто сказал, а что, Ирина Влах не уходила? А что, Дадон не уходил от партии? Все они уходили. Так кто предатели, кто как? Значит, одни предатели, а вторые нет. Все уходили. Но Николай Харламович вышел, пришел сюда, собрал всех, схватил кулак, увидел все это хорошее чувство лидера, когда видит все это, собрал всех, один стол, второй стол, третий стол, сделал круг. Собрались мы все, и, ребята, давайте работаем. Это не перед выборами, это было год назад. Да. Понимаете как? Значит, человек борется за все это. Поэтому остальным делайте вывод. Я хочу уже немножко добавить по поводу сказанного. Вот мы много говорим о Девлете, В свое время Гагаузия пыталась создать собственную партию. К сожалению, когда образовали гагаузскую автономию, Гагаузию лишили права создавать собственные политические формирования. И мы всегда вынуждены выбирать почему-то представителей республиканских партий с некоторыми вкраплениями представителей гагаузского народа. Но когда ты попадаешь под партийный пресс, всякая гагаузскость заканчивается. Сегодня создано движение Девлет, Народно-патриотический союз Гагаузии Девлет, куда вошло 18 организаций, где собрано более 10-12 тысяч населения. А это ни много ни мало 10% населения Гагаузии. Хотим мы или не хотим, рано или поздно молдавские власти придут к осознанию, что Гагаузии нужна своя партия, что Гагаузия должна сама делегировать кого-то в парламент. Я приведу всего лишь 2 примера. Вот рядом с нами соседняя Румыния. Есть союз венгров. Вот, они представляют 2,5-миллионную диаспору венгров. Но без их голосов в румынском парламенте ничего не решается. Дальше расположена Болгария. В Болгарии живут почти 800 тысяч турок, цыган и болгар-мохаммедан, мусульман. Они имеют свою партию, ДСП, и набирают 10% всегда голосов. Но без их голосов болгарское правительство не может быть избрано, потому что голоса распадаются среди партий. Не может быть нормально работать парламент. Поэтому рано или поздно Гагаузия все-таки получит право на свою партию. Молдавское общество пока не дозрело до того, что в составе Молдовы есть особое автономно-территориальное образование под названием Гагаузия. И Николай Харламович все время говорит, мы начнем возвращать полномочия. У нас забрали все службы, у нас забрали все полномочия. Кто их будет возвращать? Партии? Им это не нужно. Сегодня идет полностью централизация власти.
вместо того, чтобы отдать власть на места. В этом году ожидается, после выборов, ожидается административно-территориальная реформа. Это введение округов либо уездов. И вместо 36 районов будет 10 уездов. Скажите, в каком из них окажется Гагаузия вместе с соседней Тараклией? Она может исчезнуть вообще. И для того, чтобы этого не произошло, пока не поздно, нужно избирать в парламент лидера, который, во-первых, сможет потребовать создания, внесения в закон об партиях права Гагаузии на создание собственной гагаузской партии. Тогда Гагаузия сможет делегировать наиболее достойных представителей в высший законодательный орган. Пока этого не случится, мы будем проходить по спискам ПСРМ, ДПМ, ПКРМ, нашей партии либералов, но мы не будем гагаузами, мы будем партийными людьми. А нам нужны в парламенте гагаузы. И таким гагаузом является сегодня Николай Харлампич Дудонов. Будем надеяться, жители автономии сделают правильный выбор. На этом наша передача «Дискуссия» подошла к концу. Сегодня у нас в гостях были Николай Мордарь, руководитель общественной организации «Народное единство», Василий Нейковчин, экс-депутат парламента Республики Молдова, и Борис Новак, экс-депутат Народного собрания Гагаузии. Мы говорили сегодня о происходящих событиях, о важных темах, которые в нашей автономии. Передачу провела Елена Янак. До скорой встречи.